Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Массовая вакцинация от COVID-19 сегодня начинается в России. В Якутию поступило более 5000 доз вакцины. Задержки вывоза мусора возникли в Нерюнгри из-за состояния техники. Как планируют решать эту проблему? Находка возрастом примерно 3500 лет. Крупное захоронение периода Нового Царства обнаружили египетские археологи. Массовая вакцинация от COVID-19 сегодня начинается в России. Теперь привиться от инфекции смогут все россияне. Сейчас используют два отечественных препарата. Это векторный препарат «Спутник Ви» от Центра имени Гамалеи и пептидная вакцина «Эпивак Корона» от Вектора. Также ожидается, что вскоре в программу вакцинации населения включат препарат Центра Чумакова, который уже на подходе. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По словам Владимира Путина, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила планы по выпуску вакцины. Между тем, на сегодня в регион поступило более 5000 доз вакцины для профилактики COVID-19. Вакцинировано порядка 2500 человек. Об этом сообщила замруководителя оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга по эпидситуации. Вакцинация сейчас активно проводится в 13 районах республики. В ближайшие дни ожидается поступление еще 22 тысяч доз вакцины. Тем временем за последние сутки в Якутии выявили 153 новых случая коронавируса, из них в Якутске 65, в Мирнинском районе 23, в Алданском 14, в Нерюнгринском 11, в Вилюйском 7, в Мегино-Кангаласском районе 6 случаев. Еще в 11 районах заболели от 1 до 4 человек. Увеличение количества случаев в Мирнинском, Алданском, Нерюнгринском, в том числе Ленском и непосредственно в Алюкминских районах, он связан прежде всего с теми мероприятиями, которые проводились, и сами коллективные семейные мероприятия, связанные в том числе и с празднованием Нового года и Рождества. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент для нас наиболее важным является не увеличение количества заболевших. К сожалению, последняя неделя показывает рост в целом по республике и, соответственно, по сравнению с предыдущей неделей. Поэтому сегодня и совсем недавно закончился оперативный штаб под руководством главы республики. Поставлена задача нивелировать этот рост, принять все меры для того, чтобы количество заболевших у нас не увеличивалось. В год здоровья в Хангаласском Улусе введут в эксплуатацию 3 новых объекта здравоохранения. Еще в 2 крупных медучреждениях начнется капитальный ремонт. В данный момент завершается строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Красноручей, офиса врача общей практики в селе Кердем и врачебной амбулатории в селе Синск. Все 3 объекта находятся в высокой степени готовности и будут введены в строй в конце января, начале февраля. Также начнут ремонтировать Максоголокское отделение Хангаласской центральной районной больницы и здание детской консультации в городе Покровске. У нас в плане на этот год капитальный ремонт, начало капитального ремонта здания отделения Максоголовского. Да, там выделена сумма более 15 миллионов рублей. И капитальный ремонт здания детской консультации в Покровске на сумму 5 миллионов рублей. Эти ремонты мы начнем в этом году. Региональный конкурс профмастерства по стандартам WorldSkills среди оленеводов и рыбаков начался в Нижнеколымском районе Якутии. Соревнования проходят по площадкам оленевод-механизатор, обработчик рыбы и технология содержания оленей. Конкурсанты должны определить экстерьер, дать полную характеристику оленя, к какой половозрастной группе относится, оценить упитанность, определить на глаз приблизительную массу. Участники распределены по 3 возрастным категориям – это школьники, студенты и пенсионеры. Конкурс профмастерства проводится с 2016 года, а международные соревнования молодых оленеводов планировалось провести в Нижнеколымском районе в апреле 2020-го, однако их отменили из-за эпидситуации.
В Айхальском ГОКе назвали имена лучших общественных уполномоченных. Это люди, которые проверяют на рабочих местах соблюдение техники безопасности и охраны труда в подразделениях. Подробности у наших коллег. Центр сервисного обслуживания «Энергетика» Айхальского ГОКа. На одном из участков сотрудники ремонтируют электродвигатели. Для общественного уполномоченного по охране труда Ульяны Сорокиной это время проверить, как люди соблюдают технику безопасности и комфортно ли им работать. Обращает внимание на каждую мелочь, записывает пожелания от коллег и недочеты в специальный журнал. Иногда такие моменты, когда глаз замызливается, ты не видишь. Общественного уполномоченного по охране труда, вон эти замечания, такие моменты нам выявляет, подсказывает. Стараемся мы эти замечания устранять сразу же, относимся к этим замечаниям мы всегда серьезно. Общественную работу Ульяна Сорокина совмещает с основной. 6 лет ремонтирует низковольтные двигатели. Уполномоченным по охране труда работает почти столько же. Вместе с руководством предприятия обращают внимание на своевременную выдачу спецодежды. Основные требования к работникам или новая информация всегда на видном месте. Таких сильно серьезных замечаний, конечно, у нас не было, до сильных нарушений, потому что как-то при каждом осмотре, если что-то выявляется, мы стараемся это устранить, чтобы не было никаких несчастных случаев и нарушений точно производства. Руслан Калиев общественным уполномоченным по охране труда работает только год. Однако уже в числе лучших. Загруженность на основной работе не мешает молодому специалисту вести и общественную работу. Следит, как соблюдается охрана труда на всех участках предприятия. Ориентируется в трудовом законодательстве. С проблемами к Руслану обращаются сами работники. Если честно, тут такая работа, что нужно больше слушать людей. Они все вопросы, все задачи, это как раз таки от простых рабочих. Просто их нужно немного послушать и все. В прошлом году ремонтный цех и промэнергоцех Айхальского комбината вошли в состав новой структуры. Создали центры сервисного обслуживания. В тот период от работников поступали вопросы. Возник вопрос такой с отсутствием и нехваткой моющих средств, средств бытовой химии. Вопрос сразу был замечен Русланом, поднят. То есть он не только решает вопрос с персоналом, беседует с персоналом, с работниками, с коллегами. И не стесняется, поднимает вопросы и готов к диалогу с руководством цеха, впоследствии чего этот вопрос был решен благодаря, наверное, вниманию, привлеченному к этому. То есть работники довольны этим. Лучшую работу Руслан Калиев, Ульяна Сорокина и еще 9 уполномоченных по охране труда показали в третьем квартале 2020 года. Работников поощрил профсоюз «Профалмаз». Из бюджета выделили почти 100 тысяч рублей. Все уполномоченные по охране труда – члены профсоюза. Всего в Айхальском ГОКе работает 75 таких общественников. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Задержки вывоза мусора возникли в Нерюнгри из-за состояния техники. После жалоб местных жителей по многоквартирным жилым домам города прошел рейд, в результате которого в подъездах выявлены мусоропроводы, переполненные до 2-4 этажей. Как пояснили в администрации района, причиной задержек с вывозом мусора стало состояние мусороуборочной техники единственного в Нерюнгринском районе регионального оператора МУП-переработчик. Гидравлическая система имеющихся мусоровозов действует при температуре до 40 градусов мороза, поэтому из-за холодов гидравлика на технике не работает, говорится в сообщении. По данному вопросу направлены официальные обращения в контрольно-надзорные органы. Крупное захоронение в Саккарском некрополе обнаружена группа египетских археологов. Всего найдено 54 деревянных саркофага с мумиями, датируемыми периодом Нового Царства, который продолжался между 1570 и 1069 годами до нашей эры. Эти находки также позволили установить личность неизвестной царицы, обнаруженной во время раскопок более 10 лет назад. Кроме того, во время раскопок вместе с деревянными статуями и амулетами был обнаружен папирусный рулон книги мертвых, содержащий тексты 17 главы. Среди находок были и скоробеи с именами людей, а также кольцо с гравировкой Тутанхамона. В Саккарском некрополе находится пирамида Джосера, которой 4700 лет. Это самая древняя пирамида в Египте.
Мы ведем раскопки на этом участке возле пирамид Тети, в тени ступенчатых пирамид с 2007 года. В 2010 году мы нашли пирамиду царицы, но мы до сих пор не знали ее имя. Только вчера мы нашли храм пирамиды и имя царицы. Ее звали Наерт. Впервые узнали имя царицы Нового царства. В Новом царстве Тети первому королю из 6 династий поклонялись как богу. Нашли 22 шахты гробницы. В одной шахте нашли 54 саркофага. Внутри каждого саркофага по мумии. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте носить маски, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.